В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В Якутске пройдет второй съезд родословия народов Республики Саха-Якутия. Цели и задачи съезда – возрождение и развитие традиций историко-родословных исследований и формирование духовно-нравственных и гражданских качеств у граждан, популяризация генеалогии, сохранение и укрепление традиционных ценностей. Тема нашего разговора – работа съезда родословия. Наша гостья в студии Надежда Махначевская, первый заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Надежда Вячеславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Но вначале хотелось бы спросить, так как у нас пройдет второй съезд, да, давайте расскажем про опыт первого съезда, что было принято, к чему пришли и почему решили продолжить. Первый съезд был проведен ровно 5 лет назад, в июле 2018 года. Съезд – это, конечно, очень большое мероприятие, собирает делегатов со всех уголков нашей республики. В этом году мы планируем количество делегатов 500 человек. Да, сейчас идет формирование их списков. Первый съезд был проведен также в городе Якутске. И, конечно, он был очень результативным, итоговым. Да, итоги были очень высокие. Это, конечно же, по итогам первого съезда были приняты такие решения, которые дали доступ и к архивным материалам, и повысили эффективность работы и муниципальных образований, расширили круг людей, которые этим занимаются, ну и, конечно же, улучшили работу власти, общества в сфере взаимодействия по вопросам родословной. Второй съезд республики у нас проходит, конечно же, в рамках реализации указа о духовно-нравственном воспитании, указа президента Российской Федерации, который был подписан 9 ноября 2022 года. Одной из целей является, конечно же, популяризация и целей родословной. Для того, чтобы провести второй съезд, у нас подписано распоряжение главы Республики Саха-Якутия. Второй съезд включен в план основных республиканских мероприятий. Конечно же, проходит с большим участием и общественников, и органов исполнительной власти, учреждений культуры, библиотек, и Национального архива, и Национальная библиотека. Тут, конечно же, задействована в полной мере. Но вы уже упомянули, что ожидается участие более 500 делегатов, да? Давайте подробнее расскажем про программу второго съезда. Да, второй съезд у нас будет проходить в городе Якутске 8-9 июля. Это суббота и воскресенье следующей недели. Он будет проходить пленарная часть 9-го, это основная резолютивная часть в Доме дружбы народов. И также в рамках съезда у нас будет организовано 3 выставки. Основная выставка у нас будет организована 8 числа с утра до вечера. Она будет работать на Комсомольской площади. Кстати, хотелось бы отметить, что съезд у нас посвящен Дню семьи, любви и верности. Вы знаете, что ежегодно 8 июля вся Россия отмечает День семьи, любви и верности. И, как правило, на Комсомольской площади у нас проходят праздничные мероприятия. И в рамках вот этих мероприятий будет проведена у нас большая выставка родословная, где принимают участие муниципальные районы, города, наслега. Специально люди приезжают с районов, чтобы выставить свои экспозиции на выставке на Комсомольской площади. Кроме того, 8 числа у нас будет организована выставка уже граждан, которые участвуют в 4-м конкурсе родословной. Это будет проходить в музее Ярославского. Музей Ярославского у нас тоже является партнером нашего съезда. И также в музее Ярославского будет проходить торжественное открытие. Это, конечно же, наш национальный алгыс, обряд алгыс. 4 площадки будут работать. Конечно, для удобства делегатов мы выбрали одно здание. Это на Ленина 1, в помещениях Высшей школы инновационного менеджмента, точка кипения. Там будут проходить у нас 4 площадки параллельно. Ну и делегаты, конечно же, каждый выбирает себе соответствующую площадку и
участвуют. Ну и, как я уже отметила, 9 числа до обеда у нас будет проходить пленарная часть, по итогам которого будет также принята резолюция, которая должна быть у нас исполнена в течение 5 последующих лет. То есть мы уверены, что в 2028 году у нас пройдет 3-й съезд родословный. Это было бы здорово, да, продолжать такую хорошую традицию каждые 5 лет. Но вы уточнили, что 4 площадки будут работать для делегатов на Ленина-1. А что это за площадки такие? Площадки, они, конечно, популяризируют роль родословной. Первая площадка так и называется «Роль родословной в современном обществе». История как фактор, история семьи как фактор нравственности. Следующая площадка «Вопросы генеалогических исследований в краеведении» и «Методология генеалогических исследований». Это, конечно же, составление родословной, это, конечно, не без научной составляющей. Обязательно научная составляющая у нас должна быть. Модераторы на сегодняшний день определены. И тоже хотелось бы отметить, что инициатором у нас является Институт генеалогии и этнологии Республики Саха-Якутия. Это некоммерческая организация, председателем правления которой является Афанасий Семенович Владимиров, и руководителем этой организации долгое время является Константин Ильич Аргунов. Это все очень интересные площадки. Действительно, составление своей родословной, генеалогического дерева стало, ну, можно сказать, даже популярным в наше время. Может ли любой желающий прийти на вот эту вот площадку или нужно записаться где-то заранее? Мы, конечно, заранее делегатов всех регистрируем, потому что их нужно по площадкам тоже расформировать, сделать определенный список. И есть желающие, которые хотят выступить делегатами. Просим обратиться в Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям по номеру телефона 507-124. Вся программа, в принципе, у нас на сайте уже размещена. Да, руководителем оргкомитета является руководитель администрации главы Республики Саха-Якутия, правительства Республики Саха-Якутия Георгий Николаевич Михайлов. Вся программа у нас им утверждена, и мы работаем по уже утвержденной программе. Просим жителей и гостей республики принять активное участие в работе нашего съезда. Вот, кстати, насчет жителей нашей республики. Мы уточнили, что около 500 делегатов планируется. А какой охват именно вот жителей республики вы думаете привлечь? Все 500 делегатов – это будут жители республики, которые приедут со всех уголков нашей республики. Квоты по всем муниципальным образованиям определены, доведены до глав районов и городских округов, и мы сейчас формируем как раз списки. Конечно, основными делегатами у нас являются работники библиотек, архивов, это и представители общественных организаций, ну и, конечно же, представители органов муниципальной власти, государственной власти. То есть мы во взаимодействии должны принять резолюцию, которая будет также, должна будет подвести итоги 5-летней работы и построить планы в рамках указа по духовно-нравственному воспитанию. Вот я как раз хотела у вас спросить про итоги. Какие результаты вы ожидаете от проведения данного съезда? Ну, может быть, что-то помимо резолюции, или есть какие-то уже наметки, что войдет в эту резолюцию? Ну, резолюция сейчас, конечно, у нас формируется. Это, во-первых, самая главная цель, это, конечно же, если вот простыми словами сказать, чтобы родословную мог сделать любой человек, любой гражданин, желающий составить свое древо. Ну и, конечно же, данное мероприятие, оно способствует патриотическому воспитанию нашей молодежи, наших школьников. Понятно, что в съезде в основном будут принимать участие взрослые люди, но они уже по итогам съезда должны донести до
людей, которые проживают в районах, до молодого поколения, для учащихся образовательных учреждений, то услышанное и тот опыт, который они наберут во время проведения съезда. Полностью с вами согласна. А как вы думаете, в каком направлении будет больше всего активности? Ну, мы думаем, что, в принципе, по всем площадкам активность будет одинаковая. У нас места по площадкам тоже примерно они одинаковые, там по порядка 120 человек в каждую площадку. Но надеемся, что все площадки у нас будут одинаково активными. Это, в принципе, 4 основных вопроса, которые на сегодняшний день актуальны по данной теме. Вы рассказали, что 2 выставки будут, да, проходить. Одна на Комсомольской площади 8 июля и другая в музее Ярославского. Что-то еще вот из таких у вас заготовлено мероприятий, которые можно прийти, посмотреть, посетить и что-то для себя подчеркнуть новое? Ну, во время пленарной части у нас будет организована еще одна выставка, где будет также проходить и продажа книг. Можно будет приобрести эти книги. Это будет проходить выставка в основном книжной продукции, которая выпущена в рамках, ну вот как раз по теме родословия, можно будет приобрести какие-то книги. И есть сейчас очень хорошая книжная продукция, по которой очень просто можно нарисовать древо своей семьи. Да, вот такая вот продукция у нас тоже будет выставлена. Поэтому подготовка к съезду идет достаточно активно. Очень высокая активность у муниципальных районов. Это сейчас все-таки мы говорим о том, что духовно-нравственное воспитание и патриотическое воспитание – это у нас во главе угла. И люди очень заинтересованы в том, чтобы знать свой род, знать свое происхождение. От этого, конечно, зависит и, возможно, направление твоей деятельности, да? Направление того, в какую сторону необходимо двигаться людям. Делают и такие итоги люди, да? Поэтому есть семьи, которые знают, допустим, очень большое поколение своих предков, там, до 9-го поколения, да? Можно, приняв участие на съезде, узнать вообще, вот как вот это вот все делается, как формируется, потому что не каждый человек сможет, конечно, покопавшись в архиве, правильно найти свою родословную. Это тоже нужно уметь делать, это тоже своего рода научная работа. Поэтому всех жителей и гостей республики, не только города Якутска, республики, мы приглашаем принять активное участие. Еще раз повторяю номер телефона, по которому можно записаться: 507-124. Ну и также с программой можно всегда ознакомиться на вашем сайте министерства. Да, Надежда Вячеславовна, спасибо вам большое, что пришли. Будем ждать итогов, резолюцию вашего 2-го съезда. Надеемся, что все пройдет на высшем уровне. Спасибо вам большое. Спасибо. Напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.